Здравствуйте, уважаемые участники 13-го съезда хакасского народа. В докладах, в общем-то, и в докладе председателя Совета старейшин Владислава Михайловича Торосова подробно освещены все проблемы и пути их решения, а также результаты работы Совета старейшин и Президиума Совета старейшин за истекший период после 12-го съезда. Жизнь идет, как уже отмечалось, но вместе с тем возникают новые ситуации, требующие незамедлительного влияния. Сегодня еще раз повторяюсь о проблеме экологии. Он обострился в результате разработки бейского месторождения каменного угля. Население города Абакана, в том числе 20 тысяч хакасов, обеспокоены складывающейся ситуацией в связи с загрязнением русла реки Абакан технологическими отходами, соками. Вопрос неоднократно поднимался на собраниях в коллективах города. Река Абакан обеспечит питьевой водой города Абакан, Черногорск, Усть-Абакан, а также другие населенные пункты. И в пойме реки, находящейся в пойме реки Абакан, загрязнение может привести к серьезной экологической ситуации. В Кайбанской долине предусматривается введение и ведется разработка 7 карьеров по добыче угля. И, естественно, это приводит к неизбежному загрязнению грунтовых вод. Мы еще не говорили об этом, грунтовых вод реки. Для решения этой проблемы имеется проект перехвата подземных грунтовых вод до карьеров, а не после них, как это хотят сделать. И об этом проекте известно хозяевам разработок бейского месторождения каменного угля, однако мер к практическому применению не принимается. В связи с этим просим правительство вернуться к этому вопросу в целях недопущения в будущем экологической катастрофы. В настоящее время в городе Абакане происходят положительные изменения по развитию туризма. Открыт мемориальный комплекс на горе Самохвал, который получил одобрительную оценку всего населения. И в дальнейшем предлагается сделать все-таки этот комплекс визитной карточкой города Абакана и Хакасии, чтобы он стал информационным центром о городе Хакасии в целом, где можно было приобрести и сувенирную продукцию, и национальную. Но чтобы, как говорится, все это не застаивало, а дальнейшее развитие получало. При застройке столицы города Абакана в целях большей привлекательности для туристов и гостей необходимо использовать национальный колорит, а также и двойное наименование, как положено, улиц и других объектов. Также считаем на сегодняшний день необходимым решить вопрос о строительстве этнического национального центра. Как предполагалось уже ранее, на территории сквера рядом с Центром культуры народного творчества имени Кадышева имеется проект, и необходимо принять к рассмотрению. Имеется даже 2 проекта, и необходимо принять один из них к рассмотрению и, как говорится, к конкретному использованию. Такой центр окажет значительное влияние на сохранение, развитие национальных традиций, обычаев, культуры. И также станет украшением города и гордостью не только хакасского народа. Считаю также, что изданный недавно кодекс чести, о котором говорилось в отчетном докладе, должен быть в каждой семье настольной книгой. И для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и национальной гордости и самосознания. Но еще на сегодняшний день возникла серьезная ситуация с Саяно-Шушенской ГЭС. Русгидро практически выводит из руководства, из своего руководства наше руководство. Поэтому я предлагаю съезду сегодня хакасского народа поддержать обращение главы Республики Хакасия, председателя правительства Зимина Виктора Михайловича в связи с этой ситуацией. И конкретно поддержать, что съезд хакасского народа за именно вот это обращение, которое опубликовано у нас и в интернете, есть и в средствах массовой печати. Поэтому я кратко на этом свое выступление заканчиваю. Спасибо за внимание.